Зрители, как только откроется Дом культуры, вы тоже сможете прийти сами все подробно, спокойно посмотреть. На этом у меня все, Даша. Мария, спасибо большое за вот такую онлайн, значит, экспедицию, можно практически сказать, по музею авиации. Ну а сейчас необходимо нам будет прерваться на короткую рекламную паузу, после чего мы вернемся в эту студию, где познакомимся с интересными людьми, которые чтят, хранят, а самое главное, берегут культуру народов Севера. Мама. Сюжет о сухожилиях, да, у нас дальше. Давайте выдадим сейчас эту обратную связь. Мы же не делали. Обратную связь выдадим. Начнем с нее, а потом уже. Все есть, да? Доброе утро! Мы снова приветствуем всех телезрителей, кто встречает это утро сегодня с нами. Вы смотрите программу «Сегодня», и сейчас хотелось бы напомнить вам о том, что мы работаем в прямом эфире, а значит, дорогие друзья, у вас есть возможность вступить с нами в обратную связь. Все очень просто. Сейчас вы видите наши контактные телефоны, а также страницы социальных сетей. Если вдруг вы хотите задать вопрос кому-то из наших гостей или, возможно, хотите обратиться лично ко мне, то у вас есть уникальная возможность. WhatsApp номер вы видите прямо сейчас. Отправляйте свои сообщения, и мы, конечно, с удовольствием попробуем ответить на ваши вопросы. Ну а еще хотелось бы напомнить вам о том, что программа «Бюгюн», а в моем лице сегодня, объявила телеконкурс. Он будет еженедельным. Условия просты. Вам нужно будет отправить забавные фотографии вашей реальной жизни на наш Инстаграм. Вы отправляете фотографии в директ, обязательно подписываете, от кого это, откуда вы. Фотографии на тему «Огород», фотографии на тему «Лайфхак» и фотографии на тему «Дети». Я думаю, у каждого есть в архиве забавные фотографии. Видите, как мы не ограничили, так, значит, именно одну какую-то тематику. Мы дали возможность вам поучаствовать в этом конкурсе. Итоги мы будем подводить каждую пятницу. Поэтому прямо сейчас возьмите ваши гаджеты, скиньте пару фотографий, а вдруг повезет вам именно сегодня. Ну что, мы продолжаем наш эфир. Вы знаете, сегодня понятия онлайн и офлайн плотно вошли в нашу жизнь. И вот на сегодняшний день даже крупные мероприятия проводятся онлайн или офлайн. И недавно в городе Якутске прошла научно-практическая конференция, посвященная национальной одежде народов Севера. Организатором этой конференции выступила Валентина Акимова, которая прямо сейчас с нами на онлайн-связи. Валентина, доброе утро, здравствуйте. Доброе утро. Здравствуйте. Вот расскажите, пожалуйста, нам, в чем же заключалась суть данной конференции и вообще, как пришла вам идея провести ее вот в такой форме? Ну, конечно, организатором у нас является не только я, у нас огромный штат работников, у нас и Дом народного творчества, Дом народов имени Кулаковского, у нас есть Северо-Восточный федеральный университет, у нас есть Северный форум, который практически в рамках мероприятия, которого мы провели в эту конференцию. Ну, сама идея, у нас сегодня в современном мире проблема ношения национальной одежды является одной из самых актуальных. И, в принципе, вот эти вопросы, которые были
на нашей конференции, это вопросы сохранения, вопросы развития, изучения и вообще опыта использования традиционной национальной одежды в современных социокультурных практиках является одним из самых, наверное, интересных и злободневных на сегодняшний день. Вот. Ну, а у меня личный вопрос к вам. Как вы вообще относитесь вот к этностилистике? Сейчас очень много молодых дизайнеров стали вот возрождать эту любовь к народной к национальной одежде, простите. И вот ваше личное мнение, правильно ли они это делают и нужно ли вообще этим заниматься? Вообще интерес очень высок, да? Интерес высок не только среди, скажем, старшего поколения, но и среди молодых. И поэтому сегодня очень часто начинают путать традиционную национальную одежду с этническим костюмом. Вот здесь уже, конечно, необходимо нашим молодым модельерам, нашим, скажем, носителям одежды, да, практически нашим народным мастерицам, конечно же, как мы говорим, использовать как раз вот этот опыт использования как раз вот этих практик. Сколько человек приняло участие в конференции и какие регионы были представлены? Вообще свыше 100 человек приняли участие на нашей конференции. Представлены были не только наша Якутия, да, но и у нас Камчатка, у нас и Томская область, у нас и Мурманска были. И у нас были наши коллеги как раз вот из Америки, которые тоже вот приняли участие в нашей конференции. Тоже очень интересно рассказали о своих практиках сохранения национальной одежды, его использования и так далее. Ну, а вот лично в вашем гардеробе есть национальная одежда? Да, конечно, есть. Вот. А вот скажите, пожалуйста, все-таки возвращаясь к тому, что мы должны сохранить традиции и как-то их внедрить в наше нынешнее время, да, где молодые специалисты могут найти литературу, да, ведь это, наверное, очень сложно на данный момент, да, или обучиться, допустим, этому. Вот на ваш взгляд, у нас с этим есть сейчас проблемы или возможности все-таки есть? Да, конечно, есть проблемы, потому что у нас чисто как бы посвященные национальной одежде народов Севера очень мало, но есть у нас специальные работы, труды общего характера, в которых практически описывается как раз вот именно традиционная национальная одежда. Но их, в принципе, очень мало. А в Национальной библиотеке у нас есть как бы специалисты, которые помогут тем, кто интересуется, подобрать как раз вот такую литературу. И все-таки давайте подведем итоги этой конференции. Ведь любая научная работа, она должна быть подытожена. Конечно, по итогам нашей конференции мы, в принципе, будем издавать сборник, но мы будем издавать, у нас конференция проходила очень такой нестандартной как бы формате, да, мы соединили практическую часть с теоретической частью, поэтому мы будем уже издавать пособия по технологиям как раз обработки шкуры, по вышивке национальной, как бы использование национальных технологий, да, вот узоров, и бисера, плетение бисера и так далее. То есть у нас будет методическое пособие по итогам вот этой конференции. И нам очень хорошо, конечно же, наши мастерицы, народные мастерицы, которые как раз поделились со своими секретами как раз вот использования и обработки шкур, технологий шитья и так далее. Вот. Мы это все вообще сделаем пособие. Вот я прочитала в средствах массовой информации, что огромной такой любовью вот именно впечатлила, да, своей работой представитель Камчатки, правильно? То есть у нее был мастер-класс по выделке, да, и очень много откликов и отзывов было. Да, конечно. Это у нас Лилия Айфик.
которая приехала к нам из Камчатки. Вот, пожалуйста, у нее не только она показала нам обработку шкуры, да, целый полный цикл процесса, всего процесса, да, но и как бы народные песни пела при этом. Это было очень интересно, конечно. Очень интересно. Но вот если вот просто вопрос к вам лично, да, вы все-таки считаете, что для именно сохранения национальной одежды именно нашей республики, какие ресурсы необходимы? Вот опять же про ту самую волшебную палочку, которой я задавала вопрос представителям авиации республики. Вот была бы у вас волшебная палочка, что бы вы сделали такого, чтобы сохранилась все-таки наша национальная одежда? Во-первых, сырье, материал, который так необходим для наших мастериц, это те, как бы, как мы говорим, узоры, если делать из оленевого, скажем, волоса, то практически сегодня у нас нет вот этой, как бы, конский волос, да, очень тоже характерная, выделяющаяся нашу, скажем, специфику нашей вышивки. Поэтому вот технологии, если у нас были бы материалы, да, для мастериц в широком таком понятии этого слова, то, в принципе, можно было бы как раз вот сохранить те традиции, те технологии старинные, которые так необходимы для сохранения как раз вот этой идентичности нашей традиционной. Ну вот на такой оптимистичной ноте я благодарю вас, Валентина, за прекрасную беседу. И, конечно, я присоединяюсь к той самой волшебной палочке и надеюсь, что все у нас будет хорошо. Спасибо большое. Но вот буквально недавно, благодаря Валентине, я узнала об очень интересном способе изготовления нити. А поделилась секретами мастерица из Камчатского края. Внимание на экран. Это от ниток жир. Прям дословно. Вот смотрите, сколько его здесь. Вот такие короткие нитки, все равно мы их не убираем, не выкидываем, потому что они потом все равно вот такого размера нитку или либо нарастить надо, либо нитку прям целую делаем. Ну вот я вам сейчас образец сделаю, не с тонкой, не тонкую нитку, а чтобы было хорошо видно, я вам потолще сделаю. Толще. Потому что мне мама говорила, прям бери толстую нитку и учись. На толстых нитках хорошо учиться. Да. Сейчас я вам так просто образец сделаю. Сейчас. И с сухими нитками, руками невозможно нитки делать. Вот сейчас я, благодаря тому, что я помазала нитку жиром, у меня руки стали это липкие. Надо, чтобы были руки липкие. Вот видите, уже крутится, и можно помочь левой рукой. А так крутим. Сейчас очень сильно левые руки. И так на руке. Вот нарастить, чтобы дальше, например, смотрите, вот эта вот нитка одна короткая, одна длинная. Как же мы нарастим? Мы, значит, заготовку сделали. Вот такую нитку. Интересно, что где иголка вдевается место. Вот смотрите, вот сухожилие. Вот здесь должен быть узелок, а вот тут вот иголку вдеваем. И вот тонкая сторона всегда она такая слегка, она не белая, она немножко отличается цветом от верхней стороны. Желтее. Да, желтее она такая. И вот так соединяем две нитки. И надо их на себя прокрутить пару раз. Вот мы соединили, прям прокрутили. И надо теперь их дальше крутить. Да, вот. И получается, она хорошо крутится, и можно вперед прокрутить. Получилась вот такая нитка.
И опять до конца докручиваем, и получается. Узелок не делая, наращиваете, Да, да? да, наращиваем. Ну, средняя Ну, нитка где-то. до достаточной длины. Да, где-то приблизительно, ну, сантиметров 50, наверное, где-то. Больше, длиннее никак, потому что Неудобно. она будет длинная завязываться, связываться. И мы соединяем готовые нитки прямо теми, которые кончиком, самым тонким кончиком вместе, прямо вместе. Это Ну, на обычно- хранение, да? Да, на хранение. Ну, обычно я делаю вот так вот. Их вместе вот так прокрутила. Раз, и получается вот такое вот это, вязанка. Когда нужна нитка, просто ее перебрал, выдернул из ключи, а эта вязанка целая стоит, пока не закончится. Сейчас нам необходимо будет прерваться на короткую паузу, а перед этим я хотела бы напомнить вам о том, что для того, чтобы участвовать в телеконкурсе, вам нужно отправить фотографии на наш Инстаграм. Да. Ау. На первого. Мы продолжаем наш эфир, и сейчас с нами на связи находится заместитель министра по делам Арктики народов Севера Михаил Погадаев. Михаил, здравствуйте. Здравствуйте. Совсем недавно вы вернулись с такого масштабного мероприятия. Это был форум коренных малочисленных народов Севера в городе Москва. Расскажите, пожалуйста, про то, в каком количестве поехала наша делегация и как прошло данное мероприятие. Да, действительно, 27 по 30, 23 по 7 ноября состоялся форум коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, посвященный 30-летию со дня основания Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации. Это были достаточно большие торжественные мероприятия. Вот, от Республики Саха-Якутия выехала представительная делегация в составе около 70 человек. Это были и наши старейшины коренных малочисленных народов Севера, это были активисты ассоциации региональной, это были представители органов власти, это также были наши народные мастера, творческие коллективы. В общем, республика была очень хорошо представлена и очень активно принимала участие в этих мероприятиях. Мы, более того, даже приняли участие и в содержательной части, да, то есть мы обогатили этот форум и провели 23 сентября презентацию опыта Республики Саха-Якутия в сфере защиты прав коренных малочисленных народов Севера.
Это мероприятие у нас было посвящено десятилетию со дня принятия закона об этнологической экспертизе в Республике Саха-Якутия. Нужно сказать, что вот вообще республика пионер и лидер среди регионов Российской Федерации по законодательному обеспечению интересов и прав коренных малочисленных народов Севера. И вот в ряду вот этих достижений стоит вот этот закон, наш закон Республики Саха-Якутия об этнологической экспертизе, который позволяет защищать права коренных малочисленных народов Севера в условиях промышленного освоения, экономического развития, то есть соблюсти некий баланс интересов. И вот этот опыт, он очень востребован в целом в Российской Федерации, в регионах Российской Федерации. И мы в нашем постоянном представительстве Республики Саха-Якутия в городе Москве провели такое очень серьезное мероприятие, совещание с участием органов власти, федеральных органов власти Республики Саха-Якутия в лице вот первого заместителя председателя правительства республики Алексея Засимовича Колодезникова представила опыт, сделала презентацию опыта, так как у нас Алексей Засимович является председателем комиссии по этнологической экспертизе. Вот, поэтому он доклад сделал, и все министерства федеральные, представители регионов, они все, ну, в том числе эксперты федеральные, да, которые занимаются этнологической экспертизой, они все принимали активное участие и говорили о том, что опыт республики уникальный, очень передовой и востребован во всех регионах России. Михаил, очень насыщенную работу вы, конечно, проделали. Не каждый регион Российской Федерации может похвастаться такими результатами, да, после этого форума. Но, конечно же, нас интересует еще и культурная программа, ведь мы знаем, что была очень она также такая яркая, красивая, насыщенная. Приняли ли вы лично в каком-то из этих мероприятий участие? Да, вся наша делегация очень активно принимала участие во всех культурных мероприятиях. В первую очередь я бы хотел отметить очень важное мероприятие. Это выставка, международная выставка «Сокровища Севера». То есть со всей России приезжают народные мастера и показывают свое мастерство, свои работы. И от нашей республики тоже выехало достаточно много народных мастеров, наши мастерицы, которые представили свои работы, это по народным промыслам, национальную одежду, кухню, утварь и так далее. Да? То есть мы показали всю нашу красоту нашей культуры, и материальной культуры, и нематериальной. Кроме этого, в культурных мероприятиях принимали участие наши творческие коллективы, это наши народные ансамбли, Долгунча, это молодежный ансамбль Гиркилен. Вообще нужно отметить особую роль нашего Дома дружбы народов имени Кулаковского, который проводит очень такую большую работу по сохранению и развитию традиционной культуры коренных малочисленных народов Севера, в том числе, да, ну, наряду со всеми другими народами нашей республики. И вот благодаря этой работе наша республика очень достойно представила наши творческие коллективы, наши достижения в области культуры. Многие участники этой выставки «Сокровища Севера» получили призы, были победителями многих конкурсов, которые проводились в рамках выставки «Сокровища Севера». Это и наши организации женские, аборигенка, северянка и так далее. То есть мы очень так активно принимали участие. Была большая, обширная программа концертов, то есть все наши ансамбли выступали на всех площадках. Кроме этого, состоялось торжественное собрание по случаю 30-летия Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, где также был большой гала-концерт, в котором наши творческие коллективы показали все свое мастерство. Спасибо большое, Михаил. Но вот лично я слышала о том, что, допустим, представители Камчатского края представили вниманию зрителя свой национальный танец, который длится там порядка, ну, по-моему, 10-15 часов, если я не ошибаюсь. Вы были свидетелем этого такого массового танца? Ну, да, видел этот массовый танец. К сожалению, я не смог принять участие, потому что у нас уже здесь, в Якутске, начинался Северный форум по устойчивому развитию, на котором наша делегация уже торопилась, поэтому, но наши представители приняли участие вот в этом народном танце Ал-Халалай называется, да, этих камчатских народов. Очень интересно.
Я думаю, что вот эта дружба народов, она будет продолжаться, и ассоциация, и движение малочисленных народов будет только крепнуть с годами. Спасибо большое, Михаил. Мы желаем вам продуктивной работы. И, конечно, вы работаете во благо республики. И вам за это отдельное спасибо. Ну а мы движемся далее. И очень много мероприятий проводится, конечно же, именно в нашем городе. И все это благодаря работе Дома дружбы народов имени Алексея Елисеевича Кулаковского. И совсем недавно прошла патриотическая акция. А какая, узнаем прямо сейчас. Вашему вниманию мы представили лишь часть этой патриотической акции, потому что подобных фотографий было сотни. И с нами на связи сейчас Старостина Александра. Это ведущий специалист Дома дружбы народов имени Кулаковского. Здравствуйте, Александра. Здравствуйте. Доброе утро. Расскажите, пожалуйста, в честь чего была представлена эта акция и сколько человек в итоге приняло в ней участие? Патриотическая республиканская акция была приурочена к году патриотизма и ко Дню государственности. Какие основные... Участие более 2000 человек. Более 2000 человек, да? Какие все-таки основные цели и задачи вы, знаете, были у вас изначально при создании этой акции? Потому что, ну, вроде основные условия были какие? Отправить фотографию, а дальше-то что? Что вы хотели показать этими фотографиями? Ну, это, конечно же, пропаганда патриотических ценностей, взглядов, идеалов, да, и уважения к истории и культуре народов Республики Саха-Якутия. И, ну, мы все хотели, Дом дружбы народов имени Алексея Елисеевича Кулаковского, все хотели объединить, всех собрать вокруг Салама дружбы. Александра, к нам вот сейчас на WhatsApp нашей программы приходит вопрос. Какие мероприятия сейчас проходят в Доме культуры народов? Сейчас вы можете подписаться в Инстаграм-страницу Дом дружбы народов Кулаковского, ДДН Кулаковского, и принять участие в проекте «Многоликая Якутия». Все в национальных одеждах фотографируются и отправляют на указанный номер и почту. То есть это тоже как акция или это какой-то конкурс? Будут победители или нет? Это конкурс. Победители определяются по голосованию. А лично на ваш взгляд, насколько важно возрождать и развивать, сохранять культуру народов Севера? Конечно, это очень важно. Всем нужно помнить свои традиции. Это же все-таки наша душа, это то, что идет изнутри. Вот вы говорите, очень много людей, да, откликнулись на патриотическую акцию, да, и у вас вот буквально несколько фотографий мы успели только показать из ограниченного времени, да, но а вот вам лично какая фотография запомнилась больше всего? Ой, конечно же, было очень приятно получать множество фотографий, все такие красивые, ведь мне хочется рассказать еще вот как зародилась вообще эта идея, потому что это с моего глубокого детства, ну, глубокого, когда я была маленькая, моя мама Анна Револьевна срисовала со старых учебников вот такие фигурки, ну, парочки, мальчики и девочки, которые бывали же раньше в национальных костюмах.
И она разукрасила карандашами цветными. Они были такие красивые. Они прямо вот... Я с этими куколками бумажными ходила целыми днями. И раскладывала вот так вот с удовольствием. Вот сейчас, когда во время вот сейчас такого времени пандемии, да, когда вот работа идет только дистанционная, как раз-таки вспомнила про эту идею и поняла, что я могу своих кукол оживить, и так и получилось. Всех приглашала, и мы фотографировали, да, конечно же, в масках по 2 человека только приходили, фотографировали, но они такие красивые. А с проекта, которые отправляли со всей республики, от северных улусов, Алаеха, Набарские, Усиянские улусы, Нерюнгри, не с Нерюнгри, с Вилюйских групп улусов. Конечно же, мне очень запомнилась Мария Ивановна Тролукова, которая вдова ветерана Великой Отечественной войны, прапрабабушка. Ей 98 лет, и она специально... Передаем ей пламенный привет, пользуясь случаем, да? Спасибо большое, Александра. Нам необходимо уйти на короткую паузу. Оставайтесь с нами, дорогие друзья. Ужасно прервала ее, да? Что-то она разошлась под конец, да? Да? Разошлась я или разошлась? Все разошлись. Ой, теперь строганина у меня. Гаврил Толстоухов готовится. Готовь. Готов он, да? Где там Барби? А давайте я, наверное, его встречу, да, лучше там, потому что я засиделась. Ну, даже туфли новые не видны. Можно покажу? Может, это Суля... А может, этот... Мы вообще стоя будем или нет? Постоим же? Давайте стулья уберем. Нет, я думала, я не выдержу. У меня, правда, ноги уже болят, но я чуть-чуть-то простою. Немножко хоть динамика будет в кадре. На какую начинаем? На первую? На вторую? А у меня сухое лицо. Это хайлайтер? Это хайлайтер, у меня все сухо. Мы продолжаем наш эфир. Напоминаем, что вы смотрите утреннюю программу «Сегодня». Вы знаете, я очень люблю поесть, но ем я мало. Но на свете есть только одно блюдо, ради которого я отдам любой кусочек самого вкусного торта. Я отдам любой стейк самой вкусной прожарки. И это строганина. С приветствием в нашей студии сегодня победитель всероссийского конкурса строганина Гаврил Толстоухов. Здравствуйте, Гаврил. Здравствуйте, добро пожаловать. Здравствуйте. Доброе утро. Вот, мы вас представили как победитель конкурса строганина 2020. Расскажите, пожалуйста, о данном мероприятии, как вообще вас туда занесло и, конечно же, как проходил сам вот этот конкурс. Очень, наверное, много вопросов возникает у телезрителей, да? Угу. Так, в городе Москве с 23 сентября по 27 сентября прошел фестиваль, так сказать, российский международный фестиваль «Сокровища Севера», да, где были представлены все малочисленные народы России. И в рамках вот этого фестиваля проходил конкурс строганина. Это российский, получается, российский. И меня туда пригласила председатель некоммерческой организации, некоммерческой женской организации, да, общественной организации, аборигенка Кимовна Герис, за что ей большое спасибо. Но она пригласила меня, спросила, поедешь ли, вот будет строганина там, потому что в прошлом году было, там победители были, мол, поедешь ли. И я дал согласие. Легко согласились? Конечно.
Конечно. Дело в том, что я участвую в конкурсе, вот городской конкурс Строганина, и также занимал призовые места. Опыт большой вообще. Да, опыт большой, поэтому, конечно, Согласились. себя как-то надо уже показать, посмотреть, какие народы, какими, вот это. Так, ну хорошо. Вот условия конкурса были какие? У всех была одинаковая рыба или у всех была своя рыба? А одинаковое орудие, ножи? Вот какие были основные условия конкурса? Так, насчет конкурса, когда я ехал, я не знал вообще, да, какую рыбу. Мне сказал, что надо мне очень свежего, все-таки Москва же, да, все-таки гостей буду угощать. И очень свежего омуля прислали, я увез. Я очень боялся, что пока я еду, все-таки тепло, все, и поэтому думаю, как бы... Довести-то как, да? Да, как бы довести. Но мне сказали, да, там все в самолете, холодильник есть, все. Довез там, еле я, конечно, уже растаяло. Приехали в Москву, все положили. И насчет ножа. Нож, да, нож. Когда я ехал, мне сказали, вези свой нож, чтоб все это самое. Но из-за того, что, да, вот нож у меня не, кустарного производства, да. Поэтому, да, не сертифицированный, я испугался. Мне сказали, в багаж положишь, ничего не будет, все нормально. Как выкрутились из этой ситуации? Да, и поэтому я, когда поехал, у меня нож такой, понимаете, сделанный специально для подстроганину, для конкурса, вот, городского конкурса сделан. Он сделал там мастер. Да, вот это он? Это он. Вот этот нож. Видите, да? Этот нож сделан в Алданском районе, село Хатыстыр. Мастер Марфусалов Святослав Петрович. Он вот сделан для строганина, именно для строганина. Видите, да, вот. Второй нож вот этот, тоже он сделал, но это сделает тоже для строганина, но это сделано чтобы шкуру снимать. А это вот как раз вот для строгать вот это. Ничего себе! У меня аж руки дрожат. То есть шкуру надо снимать отдельным ножом? Да. Правильному. Правильно. Строгать другим. Вот он секрет успешной строганины, да? Ну хорошо, значит, сколько вообще участников-то принимало в конкурсе участие? Так, когда мы поехали в павильон в Сокольники, где проходило это было 26-го, мы предварительно приехали, и нам сказали, что уже 5 участников заявили, но еще это открытие только 23-го было, и уже 5, мы 22-го прилетели. И уже 5 участников. Я сказали 6-й. Но еще сутки есть, поэтому еще не все приехали, и будут еще заявки. Ну, в общем, вы были победителем из скольки человек? Я был победителем. Было 7 команд, потом из-за того, что конкурс, там была организация, да, там Юля, она сказала, что, как бы сказать, правила из Якутии все. И одной команде не понравилось, и он отошел. И первый финал я прошел, второй тур тоже прошел. И... Гаврил очень волнуется, так торопится, да? Но самое-то главное, что он победил, и самое главное, что через год он поедет в Турин и вновь будет представлять нашу республику на аналогичном конкурсе, правильно? Да. Правильно? Но ножи-то готовим уже, сертифицировать будем их в этот раз? Вот, надо, у меня вот видите, да, вот нож. Но я думаю, что у меня проблема с сертификацией, думаю, кто-то поможет. Решим проблему после этого эфира, хорошо? Ну все, спасибо большое, Гаврил, что с достоинством представили нашу республику в городе Москва, и желаем вам удачи в Турине, а после встретимся в программе сегодня. Спасибо. Ну а сейчас вопрос такой, чем завтракали сегодня? Сегодня завтракал, как всегда, яичница. Яичница? И пирог рыбный. Рыбный пирог. Вот такой завтрак был у Гаврила. Я, к сожалению, не успела позавтракать. Ну и для тех, кто похож на меня сегодня, мы сейчас выходим на связь с Ириной Дегтяревой, которая расскажет нам о том, как сделать правильный, полезный и вкусный завтрак. Ирина, доброе утро, здравствуйте. Ириночка, доброе утро. Мое утро началось. Меня слышно? Слышно. Еще раз доброе утро, Ирин. Если меня хорошо слышно? Ага. Доброе утро всем. Мой день сегодня начался с творожных пончиков.
и с витаминных чаев. Витаминные чаи у нас как раз сейчас актуальны осенью, потому что все знаете простудные заболевания, вирусные заболевания, поэтому мы такие чаи готовим практически каждый день. И один чай я уже сделала, это у меня имбирный чай с лимоном и медом, буквально из 3 ингредиентов. И рецептом второй. У меня сегодня в холодильнике были яблоки, лимоны, брусника, шиповник, ну и, конечно же, мед обязательно. Берем наш чайник и закладываем туда наши фрукты. Яблоки у нас тут, лимоны. Так, выкладываем. Далее добавляем бруснику. Брусника у меня замороженная. Немножко шиповника. Все у нас ингредиенты полезные, все они обладают какими-то полезными свойствами, да? Антивирусными, антипростудными. Да. И теперь мы это закрываем вот так вот. И насыпаем сюда чай. Хорошо, если у нас есть иван-чай, например. Ну, какой-нибудь листовой чай лучше взять, да? Вот. Насыпаем ситечко. Так, ну, где-то чайных ложек, сколько у нас тут? 4-5, наверное. Даже можно побольше. Так, и заливаем все это кипятком. Но кипяток у нас должен быть чайник не только что, прямо вот только что он вскипел, да, мы даем ему немножко постоять, чтобы у нас компоненты полезные чая, ну, как бы не исчезли, да, и заливаем. Заливаем потихоньку. Как я уже сказала, можно использовать любые фрукты и ягоды, которые у вас есть, потому что все они полезные, особенно... Ирина, как назовем этот чай? Как назовем этот чай, Ирин? Давайте назовем этот чай витаминный чай сегодня. Витаминный чай сегодня. Отлично. Хорошо, продолжение у нас следует. Так, добавляем сюда мед. Ну, пару ложек, да, по вкусу. А если меда нет, то можно добавить сахар. И даем нашему чаю настояться минут 10-15, чтобы он у нас вобрал в себя все наши витамины. Да, закрываем. И вот посмотрите, вот такой красивый чай у нас получается. Сейчас он настоится, и мы его обязательно попробуем. Вот так вот, да? Ну и все зрители обратили внимание на такие замечательные шарики, которые у вас находятся на прекраснейшем, красивейшем столе. Просто уже картинка даже одна у меня начинается прям обильное слюноотделение. Ирина, что за такие шарики-то у вас там? Спасибо. Это у меня творожные пончики, некоторые называют их колобки. Я тоже могу поделиться рецептом. Наверное, этот рецепт знают все хозяюшки. Для него нам потребуется 2 пачки творога по 180 грамм, 2 яйца, сода на кончике ножа, 2 столовые ложки сахара и мука, где-то 1,5-2 стакана. Мы делаем тесто. И здесь есть 2 нюанса, которыми я тоже хочу поделиться. У нас шарики, вот специально оставила, да, чтобы показать, должны быть размером не больше грецкого ореха, потому что у некоторых они остаются сырыми внутри, когда жарятся. Вот он секрет, да, успешных пончиков. Да. Ирина, вы такая все время жизнерадостная, такая вся активная, позитивная, добрая, у вас всегда шикарно накрытый стол. Расскажите, где черпаете вот эту энергию-то сумасшедшую? Ну, где черпаю энергию? В семье черпаю, в жизни черпаю. Люблю жизнь, улыбаюсь, радуюсь мелочам. А вот скажите честно, прям каждый день так красиво и шикарно накрываете столы? Ну, стараюсь. Это у вас уже вошло в привычку, да? Ну да, у меня кулинарная страница Инстаграм, да, как вы знаете, поэтому я, конечно же, стараюсь каждый
день, накрыть красиво стол, подать что-то красиво, приготовить что-то вкусное и, конечно, поделиться рецептами с моими подписчиками. А как тогда секрет? Расскажите свой, как от гостей-то? Вот так культурно вы немножечко намекайте на то, что не надо приходить ко мне каждый день, когда я выкладываю такой стол. Улыбкой? Ну да, наверное. Вот так вот. Спасибо большое, Ирина, вам за то, что поделились с нами секретами. Потрясающий чай, потрясающие пончики. Доброго утра вам и не прощаемся с вами, увидимся вновь. До новых встреч. Будьте здоровы. Пока. Ну что, дорогие друзья, у нас эфир в самом разгаре, и сейчас мы прервемся на короткую паузу. Ага, хорошо. Напомним, да, про конкурсы и обратную связь. Давай. Угу. Да, WhatsApp здесь вопрос задали смешной, я хочу его прокомментировать. Можно? Ну, показать, что все-таки мы работаем в прямом эфире. Итак, дорогие друзья, сегодня вместе с вами я, Дарья Анкехова. И напоминаю вам о том, что мы работаем в прямом эфире, и у нас существует обратная связь. У нас есть WhatsApp номер, на который вы можете отправлять свои вопросы нашим гостям, либо, возможно, вопросы, которые интересуют вас, узнать впоследствии на наших эфирах. И хочу вам доказать о том, что действительно это все работает. Наш телезритель задает вот такой интересный вопрос. Вы летом в Африке проводили отпуск? Ну что, с удовольствием отвечу на ваш вопрос. К сожалению или к счастью, в Африке я не побывала этим летом. Я отдыхала на территории Российской Федерации. Но с удовольствием, я думаю, и с вашими пожеланиями отправлюсь туда в скором времени. Вот такое сообщение отправил нам телезритель. Очень по-доброму, мило. И спасибо большое за обратную связь. Ну и что, мы продолжаем. Итак, в июне 2020 года стартовал проект Минздрава Якутии. Это сервис «Облачная поликлиника». Для тех, кто еще не знает, что такое облачная поликлиника, я постараюсь объяснить это просто вот буквально в двух словах. Это телефонное приложение, то есть вы берете свои гаджеты, заходите в App Store либо в Play Market, скачиваете приложение «Облачная поликлиника». Выглядит это вот так. Вот, посмотрите, пожалуйста, «Облачная поликлиника», такой значок, очень яркий, вы его не спутаете ни с чем. Итак, вот вы скачиваете это приложение, затем оно у вас выходит вот здесь на экране. Далее система простая. Я не буду показывать сейчас весь процесс, потому что это займет достаточно долгое время. Но рассказываю, вообще для чего нужно это приложение. Это приложение помогает дистанционно отслеживать самочувствие людей, состоящих на учете, либо тех, кто находится на карантине, либо для тех, кто проживает в отдаленных местах. Здесь хранятся все необходимые данные. Это ваша карта пациента, результаты анализов и всех иных обследований. Здесь же можно, самое главное, уникальная возможность, получить консультацию у специалиста, попасть на дистанционный прием, и все это без риска заражения ковидом. Как же работает облачная поликлиника? Все очень просто. Скачивайте приложение. Далее необходимо будет зарегистрироваться через портал госуслуги.
Затем вы заполняете анкету. Там очень просто. Анкета на показатели здоровья. Ее нужно будет заполнять ежедневно. Но для этого вам будут приходить пуш-уведомления, то есть смс-оповещения, которые будут напоминать вам об этом. Затем, если вам будет нужна консультация врача, вы оставляете заявку онлайн, соответственно, в регистратуре поликлиники. И потом с вами на связь обязательно выйдет врач для удаленного приема. Вот такое замечательное приложение придумали Минздрав Якутии, и оно работает. Там уже достаточно много клиентов, поэтому это все очень просто, несложно. Вы хотя бы просто попробуйте, хорошо? Заботьтесь, пожалуйста, о своем здоровье в период пандемии. Ух, как много я наговорила. Вот как говорят обычно, много-много говоришь, сделай выдох. А вы знали, что выдох должен быть намного дольше, чем вдох, для того, чтобы у вас был здоровый организм. А все подробности о дыхательной гимнастике мы узнаем прямо сейчас онлайн, потому что наш корреспондент Катерина Винокурова сейчас выходит с нами на связь. Екатерина, доброе утро, здравствуй. Доброе утро, Даша. Доброе утро всем телезрителям, которые сегодня вместе с нами. Мы вещаем с городского парка культуры и отдыха. Дыхание – одно из жизненно важных процессов в нашем организме, которым мы можем самостоятельно, осознанно управлять. А научиться правильно дышать можно совершенно в любом возрасте. В этом уверен наш гость, с которым мы сегодня будем говорить о дыхании и выполнять правильно комплекс упражнений по дыханию. Василий Самсонов, исполнительный директор Федерации УШУ по Республике Саха-Якутия. Василий Миронович, здравствуйте. Доброе утро. Ну, что такое дыхание в целом, да? Мы знаем, что оно имеет очень много подвидов, видов. Что это такое? Ну, мы знаем, что дыхание – это один из основных процессов жизнедеятельности человека. За счет химических реакций мы живем, а химические реакции происходят в нашем организме от того, что попадает кислород и начинает ян по ушуистке. Да? Получается, что у нас кислород заходит, углекислый газ выходит. Для того, чтобы процесс дыхания происходил, надо, чтобы кислород заходил и горел. Образовывался углекислый газ, он выделяется, мы дышим. И вот когда встречаешь спортсменов, очень просто. В легких есть мышцы, которые заставляют его сжиматься. Мы спим, замечаем, да, процесс дыхания, но они работают все равно, мы же дышим с ними. Но они же устают, когда мы интенсивно начинаем двигаться. И когда устаем, мы что делаем? Начинаем задыхаться, да, у нас не хватает воздуха и так далее. Потом вдруг бах, открылось второе дыхание, стало дышать. Те мышцы, которые самостоятельно двигали, устали, помогаем движению. Вот бежит бегун, вот надо делать вдох-выдох. И вот когда мы будем говорить об упражнениях про дыхание, мы будем как раз применять это, да. Есть же искусственное дыхание делают, человек вот помирает, ему делают искусственное дыхание. Что делают? Разводят руками, когда расширяем, туда попадает кислород. Вот процесс дыхания. Ага. Но дыханию правильно дышать. Ну, основная масса людей, когда маленький, он дышит правильно, потом почему-то начинает правила приличия и так далее, и потом начинает человек дышать неправильно. Неправильное дышание – это когда дышит грудью, грудь вздымается вверх, да, и человек дышит. И для того, чтобы у нас легкие полностью заполнялись, надо расширять живот. Так. Мы знаем, как певцы, да, оперные и так далее, ни одного худого я еще не видел. Они все почему-то их надуваем, то есть вдох делаем, живот надуваем, надули, выдохнули, живот убрали. Вот это простое движение, да, вот медленно делаем вдох, надулся живот, чуть задержка дыхания, а потом выдох. Был такой, да, подвижный, эластичные мышцы тут были, да. И вот дышать надо так, чтобы как бы, ну, помедленнее. Курильщики курят, успокаиваются. Почему? Потому что они делают глубокое дыхание. Вот. Затянулся, медленно выдохнул. Затянулся, выдохнул, успокоился. На самом деле, сигарету брось, также он будет вдыхать и выдыхать. Он, в принципе, успокаивает все нервы тем, что дышит. Делает глубокий вдох и глубокий выдох. Вот, пожалуйста, вдох, выдох. Вот это первое упражнение. Так. Это делать надо так, чтобы между вдохом и выдохом там задержка дыхания была где-нибудь там секунд 5, потом 10, потом 20, ну, можно регулировать. Следующий вариант. Это вот, как я говорил, второе дыхание, да, вот движение тела, или вот искусственное дыхание делают.
Вот, когда правильно дышим, мы стараемся помогать себе мышцами другими, да, внешними мышцами тела, скажем так. Грудные, спинные, межреберные. Вот они должны помогать нам двигаться. И вот первое упражнение – это вдох. Расширились максимально. Собрали все. И выдохнули. Все. А я уже выдохнула. Да. И вот в ушу есть такая практика, когда вдыхаешь, глотание делаешь слюны, а потом выдох. Опять вдох. Глотнули. И... Интересно, во время вдоха можно глотать еще, оказывается. Нет, остановиться, заглотнуть, а потом выдохнуть. Да, Потом то есть- выдохнуть. Да. Ага. Вот. Вдох. Глоток. Выдох. Таким образом мы делаем паузу Мгм. для того, чтобы в организме этот кислород усвоился, а углекислый газ выработался, да? И потом мы его выдыхаем. Без углекислого газа кислород туда не попадет, в организм наш. Так же, как вот известная притча про стакан с грязной водой и чистой водой, да? Когда Брюс Ли там типа учит, он говорит там, вот видите, твои знания вот на донышке стакана грязные, а вот мои знания полный стакан чистой воды. Если я налью туда свои знания, грязная вода все равно будет. Поэтому говорит, ты выкинь это, да, и налей чистой воды, да, будет Оставь чистой. этот. Да. Ага. Василий Миронович, но когда мы ходим, мы тоже ведь, как правило, дышим. А возможно ли дышать неправильно, когда человек ходит? Есть Если какая-то техника? дыхание совпадает с шагами, значит Мгм. все правильно. Вот сейчас очень популярна скандинавская ходьба. Да. Почему она популярна? Почему людям нравится? Потому что некоторые люди ходят, как бы осанка неправильная, да, ноги передвигают, да, то есть Мгм. идет методом брахиации, что называется, да, в постоянном падении идет. Когда человек занимается скандинавской ходьбой, у него в руках палки, он начинает двигать. И вот такт шага, да, и положением палки он начинает дышать правильно. Мгм. И поэтому вырабатывается правильное дыхание, и людям нравится это. Они чувствуют, что у них прибавляется как бы сила, там, тогда энергия идет. Просто человек вроде уходит, там, не бегает, там, не прыгает, не занимается там, какие-то тяжести, не поднимает, да, а просто ходит. И за счет этого у него происходит как бы насыщение энергии организма, потому что человек, когда правильно двигается совместно с шагами, он и правильно дышит. Про дыхание, вот второе, почему я говорил, потому что вот действительно неправильно он двигался там, да, у него дыхание начинало задерживаться, и он задыхался, а потом совпало дыхание с движением тела, тут пошло второе дыхание. Вот самое главное, чтобы у всех людей вот это было совпадение движений с дыханием. Если мы это будем придерживаться, то у нас будет правильное дыхание и, соответственно, долгая, здоровая жизнь. Жизнь, действительно согласна. Василий Миронович, огромное вам спасибо за потрясающие упражнения. Я думаю, каждый день их выполнять с утра, да, не составит никакого Да труда. не только утром, в любое время. В день по несколько раз. Да, если человек едет в автобусе, ну, Поч- живот надувает, это самое, никто не заметит даже. Да. А руками махать, конечно, по утрам, по Почему бы вечерам. и Да, нет? да. Уважаемые телезрители, ведите здоровый образ жизни, гуляйте чаще на свежем воздухе, в парке, почему бы и нет, дышите правильно. Здоровья вам и сил, не болейте. Даша, тебе Спасибо слово. большое, Екатерина. Вот нам сейчас необходимо прерваться на короткую паузу, в течение которого я буду, как мне сказали, растягивать свой живот, правильно дышать и успокаиваться. А вы, дорогие телезрители, оставайтесь с нами, потому что сразу после рекламы мы отправимся с вами в далекое село Енгра. Так, сейчас у нас... Да, она будет на телефоне. Как ты думаешь, где нам лучше анонс сделать про телеконкурс? Где, чтобы эту картинку-то немножечко испортить? Мгм. Да, но
Как сделаем лучше? У нее скайп не будет вообще изначально. Качество телефона плохое. Тань, Танё, а скажи, пожалуйста, про конкурс напомнить лучше сейчас или потом лучше разорвем перед клипом? Про телеконкурс перед клипом, да? Как быстро летит время, и наш эфир уже практически завершен. Но, как я говорила вам еще в начале, анонсировала о том, что в конце посредством вот именно той самой уникальной связи, видеосвязи и телефонной связи, мы можем сегодня общаться с людьми из самых далеких. Вас сегодня вы в прямом эфире. Да, я слышу вас. Доброе утро. Ален, у вас очень интересная жизнь. Неспроста сегодня мы решили поговорить о вас. Расскажите, пожалуйста, о себе. Вот представьте себя. Меня зовут Колесова Алена Львовна. Я родилась и живу в венкийском селе Йенгра. Йенгра в переводе с венкийского означает «ветвистые рога». Также я принадлежу венкийскому роду Бута, выходец из семьи оленеводов, и также являюсь правнучкой знаменитой венкийской шаманки Матрёны Петровны Курбальсиновой. У вас действительно уникальная семья, и вы можете ею гордиться. Но и помимо того, что вы из той самой уникальной семьи оленеводов, вы сегодня работаете учителем начальных классов. Расскажите о том, профессия выбрала вас или все же вы выбрали профессию? На самом деле я мечтала стать учителем еще в свои школьные годы. И, как правило, мечты должны осуществляться, и я не предала свою мечту, и по сей день вот сейчас работаю учителем начальных классов. А как проходило ваше детство? Потому что сейчас, мне кажется, современная молодежь мало что знает, да? Вот о той самой жизни в тайге, с оленями. Вот расскажите для наших телезрителей, как проходило ваше детство. Ну, как я уже сказала, что я из семьи оленеводов, и труд оленеводов, конечно же, бесценен, и это очень сложная работа, где нет ни выходных, ни праздничных дней, даже нет больничного. И вот когда мне исполнилось 3 месяца, мои родители увезли меня далеко в тайгу, где я росла среди бескрайней тайги и чистых рек, высоких гор, и среди, конечно, своих оленей. Можно я еще расскажу немного о своем имени? Конечно, конечно. Мы стояли очень далеко от нашего села Йенгры, поэтому вездеход приезжал очень редко и привозил продукты. У меня есть моя старшая сестра, и когда приехал вездеход, она распаковывала, получается, коробки с продуктами в поисках сладостей. И, видимо, нашла тогда, первый раз появилась шоколадка Аленка. Ну и, собственно, когда я родилась, так и у меня венкийскую девочку, честь русской, можно сказать, шоколадки Аленка. Вот почему вы стали Аленой, да? То есть вы вот такая местная шоколадка, так сказать, да? Можно так сказать. Ален, ну вот сегодня, вспоминая свое детство, я просто с вами разговаривала до эфира, да? Ой, связь прервалась. Ну, я думаю, сейчас наши администраторы свяжутся с Аленой вновь. Ну, а тем временем, знаете, я бы хотела напомнить вам, дорогие телезрители, о нашем телеконкурсе. Телеконкурс объявлен программой «Бюгюн» и программой «Сегодня». С понедельника по пятницу вы можете отправлять фотографии на тему «Дети», «Огород», либо «Лайфхаки». У вас, мне кажется, большой такой арсенал фотографий. Не стесняйтесь, отправляйте их на нашу инстаграм-страницу. Внимание, инстаграм на экране. Отправляем на инстаграм-страницу в директ. Обязательно подпишите фамилия и имя и откуда вы.
И, конечно, каждую пятницу мы будем подводить итоги и называть победителей. Вот, например, участники нашей прошлой недели. Ну, на такие фотографии прям приятно смотреть. Не стесняйтесь, будьте активнее. Программа «Бигюн» будет только рада, если вы будете выходить с нами на связь и участвовать в наших телеконкурсах. Ну что, попробуем связаться еще раз с Аленой. Алена, алло. Да, я вас слышу. Все, мы вновь вместе, да? И, значит, мы остановились на том, почему вы назвали вас Аленкой, то есть в честь шоколадки. Вот, значит, росли вы, и сегодня вы учитель, да? Для каждого учителя 1 сентября – это такая знаменательная дата. А помните ли вы свое 1 сентября? Конечно, я вспоминаю свое детство, и сейчас нынешним школьникам я очень завидую, когда они идут с большими букетами, нарядными, с большими красивыми бантами. Но у меня, к сожалению, не было 1 сентября, потому что мы, во-первых, находились очень далеко от села, и в наши оленьи стада приезжали, за школьниками приезжали вездеход, вертолеты. И как раз-таки, когда мне исполнилось 7 лет, вроде бы наступила пора идти в 1 класс, приехал вездеход, все шло как должно быть. Но по дороге наш вездеход сломался, и поэтому мы в школу приехали в 1 класс только в начале октября. Поэтому как таковой 1 сентября линейки у меня не было. Поэтому я очень сейчас завидую нынешним ученикам и всегда вспоминаю себя, свое детство. Ну, Ален, вы сегодня являетесь руководителем уникального движения «Юный оленевод», о котором знают не только на территории нашей республики, но уже далеко за ее пределами. Как вам пришла идея создания подобного движения и вообще чем вы там занимаетесь? Руководителем детского общественного движения «Юный оленевод» я стала в 2017 году. Мне предложили, то есть в нашей школе, да, я сразу согласилась. Конечно, я сначала совершенно не понимала, что это такое. Затем уже со временем начала ходить в работу. Мы с детьми, получается, выезжаем во время каникул в тайгу, где дети показывают, показывают свое мастерство в оленеводстве, потому что не каждый ребенок с оленевода может поехать к себе в стадо во время каникул, так как они находятся очень далеко. Также у нас проходит целая декада детского общественного движения «Юный оленевод». У нас проходят научно-практические конференции, мы принимаем участие в международных олимпиадах по родному языку. Вот в прошлом году с детьми мы выезжали в город Благовещенск и в Китайскую Народную Республику, где заняли первые места. И также один из ярких праздников, который у нас проходит в селе Янгра, это, конечно же, День оленевода. Мы с нетерпением ждем этого праздника, где съезжаются все оленеводы со всех стад и показывают свое мастерство. И вместе с ними принимают участие, у нас даже отдельный день выводится специальные детские оленьи гонки, где Ален, у нас, к сожалению, время нашего эфира подходит к концу, и я бы хотела затронуть еще тему того, что помимо того, что вы такая умница, вы занимаетесь активно общественной деятельностью, да, так вы еще пишете потрясающие песни и стихи. Да, это мое такое хобби. Вкратце расскажу. Свои стихи я еще начала писать в школьные годы, но у нас есть своя студия, основателем которого является Сидоров Джоустан Витальевич. Кстати, пользуясь моментом, я бы хотела его поздравить с победой в выборах в Белецком Авентийском национальном наследии. Поздравляем его с победой, желаем упорства, сил и дальнейших успехов. И благодаря этой студии Тунгус Рекордс, мы записываем свои песни. На авентийском языке, да? Да, на родном авентийском языке. Отлично. Ну и вот ваши самые главные достижения из творческой деятельности? Конечно же, скоро выйдет мой альбом первый авентийских песен. А так мы сняли множество клипов, записали много песен, не только для села Янгра, но и для других регионов, сел. И недавно, буквально в августе в этом году, мы сняли
ну, как бы мой первый авторский клип, который называется «Туруял». Туруял. Ну что, спасибо большое, Алена. Мы очень прям вдохновлены вашей работой и благодарим вас за то, что вы стараетесь во благо своего народа. Ну а завершаем мы наш эфир сегодня именно тем самым клипом «Туруял». Внимание на экран. До новых встреч! Давай, давай, читкай Туруял! Давай! Балане маран туруял бугала варда гилдері. Чем